Пожалуй, самым активным в желании творить добро помимо своих основных функций можно определенно назвать Министерство спорта. Ведомство одним из первых подхватило эстафету. Его сотрудники в свободное от работы время привели в порядок заброшенную баскетбольную площадку, установили и покрасили щиты, забор. А хоккеисты-строители, вдохновленные примером, уже помогли нескольким сыктывкарским детским садам. Коллектив бассейна «Орбита» привел в порядок территорию Тентюковского дома-интерната и передал вещи первой необходимости отделению патологии новорожденных и недоношенных детей Республиканской детской клинической больницы. Конечно, мы всегда это очень ценим. Нам очень приятно, что в наше непростое время подобные акции, они в последние годы проходят постоянно, и для нас это колоссальное подспорье, конечно. А в этом стрелковом клубе каждый вторник теперь добрый. В этот день инвалиды совершенно бесплатно могут проверить свои снайперские способности. Те, у кого навыков пока нет, проходят курсы обучения. По словам инструктора, этот вид спорта для людей с ограниченными возможностями подходит просто идеально. Люди с ограниченными возможностями к нам приходят и без проблем справляются с любыми задачами, стоя, сидя, стреляют. Не менее полезную акцию организовали и волонтеры-собаководы для детей с особенностями развития. Отобрали самых добрых и послушных четвероногих и провели с воспитанниками Кочпанского психоневрологического интерната сеанс канистерапии. Уникальная методика помогает особенным детям в социальной адаптации, развивает умственные и эмоциональные способности. Денис Железов, педиатр, получивший в этом году звание лучшего в коме, стал инициатором этой благотворительной акции. Давай погладим ее. Не убежал. Не убежала. Песню будем петь? Да. Давай вместе, иди, будешь помогать. Да, воет. Воет, правильно. Копилку добрых дел пополнил и наш телеканал. Юрган принял участников проекта «Мы рядом». В рамках проекта молодые люди знакомятся, на нашей площадке общаются. Для них раз в месяц мы организуем различные акции, цель которых – это вывести людей, которые обычно сидят в четырех стенах из дома. Гостям рассказали об истории телеканала, его возможностях, показали студию и даже дали понаблюдать за подготовкой программы «Все о погоде». Кроме того, каждый смог на время почувствовать себя ведущим информационной программы «Время новостей». Просто зашкаливают эмоции, когда посадили на место ведущего, это что-то с чем-то было. Я всегда интересовалась, как это все делается, как варится эта кухня, как ведут себя ведущие. Страшно, не страшно. Но почувствовала себя на этом месте. Наверное, минуту страшно было, а потом все, разошлась. Конечно, это далеко не все добрые дела, лишь малая часть, попадающая в поле зрения СМИ. Кстати, за все время существования акции, это больше 4 месяцев, у Года добрых дел даже появился свой официальный гимн. Его исполнили уфтинцы Анна Рубцова и Константин Фрейман. Вместе рифмы, стих, прекрасные песни, вместе ноты, музыка для песни той, вместе краски, счастье, радость нашей встречи, сердца вместе с нами бой. Александра Головина, телеканал Юрган, Сыктывкар.